видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешством, к сооружению же мудрости, к совершению сил. У нас проект, значит, в зачатке был, но наконец-то вот благодаря благотворителям, которых мы не назовем, и которые не просили говорить о них, да, но тем не менее это сугубо и на их деньги все сделано, но вот благодаря Божьей милости, усилиям их и нас, с вами, вас, сестры, и прихожан нашего храма, мы этот автобус наконец-то запустили. Надеюсь, что он действительно будет помогать людям, да, нашими трудами. Теперь он полностью в нашем распоряжении, полностью от нас, от нашего сестричества, от нашего храма, зависит, как он будет работать. Будет ли он приносить пользу? Это все теперь зависит от нас. Так что сейчас мы идем покропим его и надеемся, что Божьей милостью все-таки это действительно будет помощь городу. Это действительно, потому что вот как мы знаем по статистике, не знаю, правда это или нет, но мне ребята наши говорили, не узнавали, до 500 человек бездомных в нашем городе всегда находится. А учитывая, конечно, морозы, эти люди абсолютно защищены, но так или иначе мы будем помогать, вот, как мы, какими-то своими небольшими, пусть усилиями, но тем не менее, надеемся скрасить их как-то жизнь хотя бы вот таким делом. Так что пойдемте. Благословляется, освящается автобус и крапление воды все освященные. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, подъедь православным христианам на сократимые даруя, и Твое сохранение Христом Твоим жительством. Господи, люди Твоя, христианам на сократимые даруя, и Твое сохранение Христом Твоим жительством. Здесь у нас, значит, бактерицидная лампа даже у нас установлена. Рециркулятор, чтобы у нас тут все обеззараживалось. Вот эта кушетка, значит, вот они, мы предполагаем, что, значит, вот бездомные будут заходить здесь садиться, или на кушетке на этой. Здесь у нас будет предусмотрено вот все для, значит, для пищи, разделка хлеба. Здесь у нас будут вещи рассортированные, будет все подписано, чего где лежит, обувь, теплые вещи и так далее. Здесь будет у нас висеть верхняя одежда, а это, собственно, вот под горячую пищу такие контейнеры мы приготовили. Еще будет один под чай и одноразовая посуда. То есть вот в одноразовой посуде будем раздавать пищу, соответственно, обувь, одежду теплую. И здесь же анкетировать. Маршруты как будут планироваться? Значит, маршруты у нас как будут планироваться? Мы предполагаем 3 точки. Значит, одна будет у нас по улице Гагарина, недалеко от святителя Алексея храма. Вторая в районе болота, вот я не знаю, как называется тот район, да? Там, в общем, знаем мы тоже точку, но у нас ребята-казаки подобрали. И третья, это на улице Тверской по Малиновой горе. Там малоимущие люди. Тоже вот. Пока планируем вот эти 3 точки. То есть мы приезжаем, становимся, кто пришел, сколько-то мы там ждем, покормили и так далее. Я понимаю, что первые неделю-две мало будет народу, но хотя мы везде в округе расклеивали объявления с 10 утра. 2 столовых нам будут готовить пищу. Батюшка-то не будет ездить с ними. Сестры Нет, милосердия. это сестры милосердия и казаки, ребята наши, да. Да, вот 2 столовых будут нам готовить, одна платно, другая бесплатно согласилась, но из наших продуктов. Вот, надеемся, что вот так. Ну это вот, я не знаю, в Екатеринбурге, знаю, есть, в Москве есть, в Самаре, по-моему, есть автобус. Больше я не слышал. То есть вот мы, ну, грубо говоря, 4-й. Я не знаю, может где-то, конечно, есть еще, я не знаю. В Казани, я знаю, миссионерский только есть, автобус-храм. Ну вот, видишь, вот. Так что батюшка, еще в какие дни повторите? Вторник, четверг. Вторник, четверг и время? Примерно с 10 до 5 мы рассчитываем. Ну там уже как по пробкам, чего там неизвестно. Вот. Ну вот, Но мы надеемся, что слух пойдет, потому что те люди, скорее всего,
которых нет жилья, ни интернет, скорее всего, газеты не читают. Ну, это да. Но мы Вот. объявления Да. расклеивали на столбах. Да, конечно. если кто-то из них узнает, среди них пойдет слухи. Я думаю, конечно. А, еще Надо важно... в социальных гостиницах объявления. У нас социальная гостиница одна, единственная. Одна, да? Конечно. И еще очень важно, что мы заключили с тубдиспансером договор на бесплатную флюорографию. Если вот заподозрили кого-то кашляющего и так далее, то мы с добровольцами отправляем, садим на транспорт и увозим в тубдиспансер.